общем, готовимся к рыбалке на поплавочную удочку. И уже начал готовить удочку с поплавком. У Никиты раньше была 4-метровая удочка, вот такая. Но для него уже это чуть-чуть маловато. И вон купили новую удочку. Сначала, наверное, и обычная катушка вон. Обычная катушка, самая из дешевых. Прикрепляем. Ничего такого у нас серьезного импортного нету, кроме китайских товаров. Обычная удочка китайская, обычная катушка, тоже Китай, леска и все остальное. Для начала наматываем удочку. Для начала будем наматывать леску. И я тоже купил вот такую леску 0,22. И знаете, какая леска мне попалась? Сразу коробку я не посмотрел. А в коробке вон такой бардак. Видели? Ну ничего страшного, надеюсь. Так, вроде леска целая, там будем наматывать. Если как-нибудь получится размотать отсюда. Здесь, конечно, наверное, придется позвать Никиту. Один я не справлюсь. Пусть он тоже помогает, там катушку будет крутить или просто здесь. Наверное, лучше пускай будет катушку крутить, а я буду здесь разматывать. Сегодня снимаем на экшн камеру. Попросили заснять видео на экшн камеру. И сегодня снимаем помещение на экшн камеру. Там посмотрите, присмотритесь, как снимает, в общем. А следующее видео будет, может, и на улице, на природе, тоже на экшн камеру поснимаем. Так, все, сейчас я зову Никиту, и уже с Никитой будем здесь разбираться. Ну вот, Никита уже рыбак с нами. В прошлый раз рыбачили мы на донку, а сейчас уже готовимся рыбачить на поплавочную удочку. Так, ну что, я тебе удочку дам, и ты будешь постепенно, так, как тебе удобнее. В общем, бери. И возьми какая, и ровно, чтобы, главное, так потихоньку придется разматывать. Давай, разматывай. На пол катушки пожестче, чтобы как-то одной рукой так держи леску, чтобы чуть-чуть пожестче там наматывала. О, зеледжи как мигика. Еще раз. Вот. Все отлично. 0,22 леска. Ну, чтобы белую рыбу, там плотву, бельцо ловить. Вроде нормально. Можно поводки, конечно, сделать еще потоньше. Сейчас, подожди, не спеши. У меня что-то тут, какая-то авария. Вот попалась бобина такая. Так что перед тем, как уйти с магазина, надо проверить там, что покупаете. Зимой тоже брали родные я уже все запутался, у меня тут все. Брали, как сказать, лекарства. И лекарства вообще не оказалось там в пачке. Пачка пустая. Спешка там покупаем и уходим. Давай, наматывай. И зачастую такое бывает. Сейчас мы, в общем, будем продолжать наматывать, а там уже дальше включимся. Намотали сколько смогли, и вон, смотрите, такой бардак. Все, там уже все непонятно, куда-то все зацепилось. И этот, что останется, наверное, на поводки пойдет леска. На ухвате, в принципе, там
Где-то метров 30, наверное, намотали сюда. Метров 30-то точно есть. Так. Потом, наверное, топорок нам нужен. Смотрим. Первый раз, говоришь, видишь это, да? Что это? В общем, это чешуянтые. И так вот. И она оказывается вот тут. Дальше идет вот эти. Зачем туда это? Ну, чтобы поплавок туда-сюда, ну, зафиксировать. И еще второй нам нужен. Вот так вот. Идем. Какая глубина тебе надо, вот так взял и толкаешь. Ну ладно, все-таки Никита, сделаем мы здесь петлю и поводок потоньше леску. Потому что если, скажем, у тебя зацепится, леска может порваться в любом месте и уплыть поплавок. А потоньше сделаем поводок. Вот, смотри, какая петля. Потоньше поводок сделаем. И, скажем, если за корягу зацепится у тебя, порвется эта тонкая леска с поводок с крючком. А поплавок у тебя останется вот тут. Так. Этот нехорошую леску, наверное. Леску. Вместо поводка, наверное. Вот эту тонкую леску, наверное. Сделаем сантиметров хотя бы 10. И все нормально. Сейчас Никита пересел за камеру, и там вместо оператора он там сейчас. Угу-гу-гу. Вот смотрите, вот такая петля на леска, вот 0,22 и петля. И я еще вот такой поводок сделал. Ну, это длинное, сейчас еще укоротить. Ничего не видно, конечно. Просто да. Нет. И надеваем сюда, это туда. Если уже порвется, то порвется тонкая леска. Все, идем. Такой узелок там. И где-то сантиметра, наверное, 10 там. Крючок сюда еще. Салами урвала. Крючки вот такие китайские тоже, желтого цвета. Мягкие, они мало ломаются, быстрее мнутся, но меньше ломаются. Вот так выглядит крючок. На крючке сделал узелок, это без разницы какую умеете, можно такую сделать. Как получилось, непонятно. Главное, чтобы держалась и рыбу ловила. Все вроде. Надеюсь, не развяжется. Остается только узила подобрать. Но там нужно, наверное, на улицу выйти, там на улице должен ее вернуть. Ну вот, для начала на одну дробинку. Одну дробинку. Посадишь колодоча. Можно зубы сломать. Вот такая оснастка, смотри. Поплавок, грузила и один крючок. В принципе, все готово. Еще подберем, какой груз понадобится, там побольше может,
или наоборот меньше, но чтобы главное поплавок так стояла вот так, где-то вот до сюда вот. И будем пробовать поймать что-нибудь на на эту снасть. В общем, удочка наша готова. Будем рыбачить. И до новых встреч на природе в Коми. Всем пока.